Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии неверно. Запад нашей республики сыграл в этногенезе башкирского народа не менее важную роль, чем ее юго-восток. И тому примером история башкирского рода Канлы. Башкиры рода Канглы ныне проживают на территории Буздякского, Туймазинского, Белебеевского, Благоварского, Бирского, Мишкинского и Кушнаренковского районов Башкортостана. В конце второго тысячелетия до нашей эры арии, обитавшие на Южном Урале и связанные с культурой Аркаима и Синташты, неожиданно бросили насиженные территории и двинулись на юг. Именно тогда произошло разделение некогда единой общности на арийцев и туранцев. Арийцы и туранцы, Иран и Туран – два этногеографических антипода восточной традиции. Иран – это страна цивилизованных земледельцев. Туран – обиталище варваров-кочевников, угрожающих Ирану катастрофическими нашествиями. Название Иран происходит от формы Ариана, то есть «страна ариев». Название Туран означает «страна туров». Туран включал в себя степи современной Средней Азии, Казахстана, Сибири и Южного Урала. Иран включал в себя территорию Среднего Востока от Месопотамии до Гиндукуша. Война между Ираном и Тураном, двумя близкородственными странами, шла более 1000 лет. В Авесте, священной книге ариев, рассказывается, что туранский царь Афросиаб на какое-то время захватывает власть в Иране. Персидский шах Кир Великий совершает ответный удар. В VI веке до нашей эры он вторгается в Туран, но его предприятие заканчивается плачевно. Царица туранского племени массагетов Тамирис наносит ему сокрушительное поражение. А его отрубленную голову со словами «насыться кровью, которой ты жаждал», бросают в бурдюк, наполненный кровью. Қоңны ырауы бик көп тілді, қоңны этнонимы бик көп халық тілінде яшап келе. Даже Иран эпосы Авестала қоңнылар турында сөз бара. Кыргызларда қоңды, Казакларда қоңлы, Ноғайларда қоңлы. Благая Ардвисура, такую дай удачу, чтоб воинов арийских я поражал бы 100 в Кангхе Пресвятой. Так описывается в Авесте молитва богини водной стихии Ардвисуре туранского воина Ваэсаки. Рядом по тексту с аналогичной же просьбой, чтобы воинов туранских я поражал бы 100 в Кангхе Пресвятой, молится Ардвисуре арийский воин Туса. Оба воина, арийский и туранский, молятся в Пресвятой Кангхе одним и тем же богам, упомянутые Ардвисуре Анахите, богу солнца Митре, волшебным птицам Хумай и Симург или Самрау, что говорит в пользу их культурной общности. Но где находилась сама Пресвятая Кангха? Пресвятая Кангха Авесты соответствует царству Канг в поэме «Шахнаме». И вскоре достигли веселья полны цветущего Канга, столицы страны. Лишь в город вступил Сиявуш, донесли об этом владыке туранской земли.
И вот Афросиаб из дворца своего выходит на улицу встретить его. Название царства Канг происходит от древнего названия реки Сырдарья, именовавшейся Кангом или Гангом. По мере движения ариев на полуостров Индостан, название Ганг было перенесено на современную реку Ганг в Индии. Ученые считают, что центр древнего Канга находился в Хорезме. Именно там были обнаружены памятники древности, состоявшие, как и Аркаим, из концентрических кругов. Первые достоверные источники о государстве Канг мы находим в китайских источниках. На языке жителей Срединной империи оно называлось Кангюй. Восточными соседями Кангюя были хунны и китайцы. Именно взаимоотношения внутри этого треугольника и составляли суть политики в Центральной Азии. Если между Кангюем и державой хуннов, как правило, сохранялись дружественные отношения, то их враждебное отношение к Китаю было единодушным. Государство Кангюй существовало со II века до нашей эры, до IV века нашей эры. Население в основном являлось ираноязычным, но примерно с середины второго тысячелетия начинается активная тюркизация. В середине первого века до нашей эры в державе хуннов разразился внутриполитический кризис, и она признала над собой власть Китая. Однако Кангюй, несмотря ни на что, продолжал сохранять независимость. Хроника Цань Ханьшу сообщает: «Кангюй горд, дерзок и никак не соглашается делать поклонение перед нашими посланниками. Народонаселение состоит из 120 тысяч семейств, 600 тысяч душ, строевого войска 120 тысяч человек». Держава Кангюй охватывала огромные пространства между Южным Уралом на севере до Сырдарьи на юге. Долгое соседство с державой хуннов и другими тюркскими государствами не могли не оказать влияния на язык жителей царства Канг. Ираноязычные кангары, как себя называли жители названного государства, вскоре перешли на тюркский язык и совершенно отюречились в культурном отношении. В VI веке на просторах Центральной Азии и Восточной Европы возникает мировая держава тюркский каганат. Владение Канг входит в его состав. Древнетюркский памятник в честь принца Кюльтигина рассказывает: «Так на восток уйдя за Кадыркан, в степях мы тюркский свой народ старались расселить, а также на закат Кангу-Тарбану вплоть мы тюркский свой народ старались поселить». Упомянутый в источнике Кангу-Тарбан и есть искомый Канг. Переселившиеся туда тюрки объединились с кангарами и стали именоваться Баджанак, то есть свояки, или, говоря по-русски, печенек. Сырдарьяда коңныларның төпләнеп калган урыннары. Аларны онда ни өчендер коңнылар дип, коңны сүзе благородный дигән сүз икән. Коңнылар Сырдарья буенда бөҗәнәкләр белән, печенекләр белән бергә яшәгән халыклар. Шуңа күрә күп вакытта коңныларны печенекләрнең бер ырыуы гына дип караганнар, печенек халыкларына караган дип. Должно знать, что починакиты называются также кангар, но не все, а народ 3 фем, то есть родов, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище Кангар. Константин Багрянародный об управлении империей, X век. Население Кангюя постепенно входит в состав агузо-печенежских племен. В конце IX века в степи разразилась война между 2 коалициями тюркских племен, одна из которых состояла из печенегов, башкир и наукердов, а другая из агузов, карлуков и кимаков. Победили последние. Печенегам и башкирам пришлось отступить на запад. Теснимые врагами, они обрушиваются на Русь, Болгарию и Византийскую империю.
Печенеги около 150 лет были проклятием Причерноморья и Балкан. В византийской дипломатии, следуя заветам императора Константина Багрянародного, использовала союз с ними для борьбы с русами, болгарами и венграми. Считается, что именно по наущению греков печенеги убили русского князя Святослава. В 932 году, как пишет арабский историк Аль-Масуди, 4 племени турок – Баджнак, Баджгурт, Наукерда и Яджни – вторглись в пределы Византии. Император Роман I выслал против них 70-тысячное войско, но оно было на голову разбито. После чего тюрки штурмом захватили город Валандар. Сам факт существования башкирского народа и рода Канлы в его составе говорит в пользу того, что далеко не все башкиры и печенеги отправились в губительный для них западный поход в Причерноморье и на Балканы. Значительная их часть осталась в местах прежнего своего обитания. В XI веке огромные пространства Евразии от Иртыша до Дуная становятся достоянием различных кыпчакских группировок, условно объединяемых под названием Дешт и Кыпчак, то есть Кыпчакская степь. Согласно арабскому энциклопедисту Нувайри, Дешт и Кыпчак состоял из следующих племен: Ете, Бурджаглы, Бурлы, Кангараглы, Анжаглы, Дурут, Карабурыклы, Катян, Джузан. Название Кангараглы вскоре приобрело стяженную форму Канглы. Как следует из списка, кангары также входят в состав Дешт и Кыпчак, образовав отдельные владения. На реке Иргиз находилась их столица – город Канглы-Кент. В XIII веке на долю народа Канглы выпадает новое бедствие. Монголы, пройдя огнем и мечом по их земле, полностью разоряют страну. Сами канглинцы, те, кто уцелел в ходе резни, рассеиваются в разные стороны. Наибольшее число селений башкир рода Канглы сосредоточено в Буздякском районе Башкортостана. Буздяк – это родина старшины Калнинской волости Буздяка Ишимбетова. В архивных документах под 1738 годом упоминается башкир-вотчинник Буздяк Ишимбетов, участвовавший в припуске на свою землю башкир Енейской волости, которые проживали на востоке современного Татарстана. Перед нами село Канлы-Туркеево, что находится в Буздякском районе Башкортостана. Это коренное поселение башкира рода Канлы, в названии которого отразился их древний этноним. Село Канлы-Туркей существовало, по крайней мере, в середине 17 века. Тогда оно называлось просто Канлы. Вторая часть названия появилась в первой половине 18 века, когда в ауле проживал знатный башкир-канлинец Туркей Балгазин. Türkey babay balalarına aytken şu ütkümleniga mening isimde qo'shig'iz avulga degan. Türkey isimi qo'shig'iz abizing ruqoңni degan. Buna qoңni Türkey bo'lib sotlanır. Mening vasiyatim sizga shol degan. В прошлом ШЖР выполняли функцию юридического документа, подтверждающего права башкир на землю. Вести свою генеалогию от родоначальника означало быть землевладельцем. Сегодня составление ШЖР значит быть причастным к многовековой истории своего рода, помнить о своем происхождении. Buna o'zlarining nasiline shajarat tuziy boshlaganlar. Onu birinchisi bo'lib mana miras degan kishi 1578-yilni boshlagan tuziy. Shajarat saqlangan benim ota bobolardan. Menga otayım qoldirdi. Shajarat bizda 3 turli. Tavgi shajarat g'arab tilida. G'arab tilida yozilganini otayım mening bolalar g'arabcha o'qiy bilmaydi deb rus harfini ko'chirgan. Onu bar onun iş. Ulan rus harfinden köşergez min hazır aldım da indim. Ya kaldırıp gitti atayım. Bana oğlum Sinop barıhın.
После подавления башкирского восстания 1735-1740-х годов Канлинская волость становится объектом активной колонизации со стороны темниковских мурз. Темниковские мурзы именовались по названию города Темников, который ныне находится на территории Мордовии. В Башкирии они известны под субэтническим термином «туман». Темниковские, Касимовские, Алатырские мурзы были активными проводниками завоевательной политики России. Они участвовали во взятии Казани на стороне войск Ивана Грозного. В глазах мусульман они были предателями и ренегатами. Недаром поэт Шейхзада Бабич едко высмеивал этих самых мурз, цитируя, «разоривших Булгарское царство и предавших Казанское правительство». Особенно известной личностью, вышедшей из их среды, был крещенный мурза Алексей Тевкелев. Он и ему подобные много сделали для того, чтобы лишить башкир-канлинцев их вотчинных земель. Они воровали жалованную грамоту и шезеря, чтобы всех земли отобрать у башкир, и чтобы они без земли остались, чтобы заказать, чтобы у них не было документов. Башкиры-канлинцы были участниками многих башкирских восстаний. В годы Пугачевщины был известен повстанческий полковник Миней Султуков, проживавший в селе Сабаево, того же Буздякского района республики. Совместно с другим пугачевским предводителем Каранаем Муратовым они ведут боевые действия под Сарапулом, Каракулино и Мензелинском. За свое участие в мятежах башкиры лишались своих земель, а лишившись их, теряли и свой статус вотчинников. Все они были участниками башкирского восстания. Кто раньше участвовал в башкирском восстании, их всех лишали башкирское сословие. Как башкирт. Перевели на теперь сословие. 1735 елларда Осаба хукукун безнең каңнарлардан алмакчыда булалар. Главным защитником земельных прав башкирского народа в Первой, Второй и Третьей государственных думах был Шах Айдар Сыртланов, требовавший возвращения башкирских земель их законным владельцам. Шах Айдар Шагимарданович Сыртланов, правнук башкира-вотчинника Канлинской волости Сыртлана Айткулова, сын Есаула Шагимардана Сыртланова, начальника 12-го кантона башкирского войска. Он был уроженцем аула Шланлыкуль Буздякского района республики. Его земляки сегодня вряд ли помнят о нем, а его потомки, по всей вероятности, не подозревают о своем башкирском происхождении. В XIX – начале XX века на смену вооруженному давлению со стороны правительства на права и вольности башкир пришла политика их культурной и языковой ассимиляции под знаменем просвещения и образования. Просветители полагали, что башкирское наречие является варваризмом, то есть отклонением от литературного языка тюрки, а следовательно, его нужно было привести к стандарту. Оларга привилегия күп бирелә патша хөкүмәте ягыннан. Привилегия күп була, алар укыйлар. Уку бөтенесе татар телендә бара. Китаплар татар телендә Казанда чыга. Анда төп нее? Без бөек татарлар, безнең башкаларыбыз Казан. Башкортларны соңга сукмау шуннан килеп чыга. Башкорт икәнсең, син уже алар арасында кем халык килеп чыга, син бөек татар түгел. Менә мин Бурсык дигән авылда бер Җәлил дигән егет белән нитәем, егет дисәм, пенсионер инде. Упомянутый аул Бурсык – это деревня Барсукова Шаранского района республики. Син мине кем дип беләсең дә, насыйп буенча, нәсел буенча, татарча сөйләшәң бит. Юк, мин башкортлар ди, без Бурсык авылында гел башкортлар инек ди. Безне татарча укыта башлаганнар ди, татарлар килеп тулгасын. Безне көчләп, кыйнап укыталар ди, башкорт дип кемсетү, без шуңа татарча әйтте, безнең балалар уже татарчаны үзләрен татар дип язалар ди. Менә шул башкорт авылларында шул. К сожалению, ввиду векового давления на башкирскую культуру и язык, сегодня далеко не все представители рода Канглы, в отличие от жителей Канлы Туркеева, верно представляют свое этническое происхождение. Укыту аркасында безнең тел югалган. Халык үзен башкорт дип йөртмәй.
Нәселен тикшере башлагач кына башкорт икәнен беләләр. Шу мәктәп аркылы кергән тел аркылы үзләрен татар дип йөртәләр. Фактически татарлар монда бик әз. Миллионнан артык халык калган туган телсез. Моны үз башкортның әдәби телен алып оештырганда искә алынмаган. Уроженец аула Сабай Буздякского района республики Фаниль Ямгуддинович Шарипов в полной мере знает проблему этнической идентичности своих земляков. В преданиях некоторых семей сохранились воспоминания о переселении их предков со стороны Казани. Башкортлар основной, аның урамы бар. Шуннан икенче тирет халык татарлар. Шушы татар малайлары әймен башкорт кызларына өйләнәләр. Башкорт кызлары татар малайларына кияүгә чыгалар. Менә безнең инәй шулай диде. Менә минем инәем башкорт кызы. Ул Хурайда уйнайдыр, Хубызда уйнайдыр, Бипта җибәрәдер, мәхрүм кай. Однако, как свидетельствуют документы, это далеко не так. За фактом переселения со стороны Казани не обязательно следует татарское происхождение переселенцев. Bizning Sabay oğlu beytinde başta atılgan üydeş deyip, o da 1200 yılına barlıkka kelgen. Tepter yağı Esen Batır barlıkka getirgen, bu kırı yılan Başkırta. Көп кеше бит аңламай оруна. Бүтін сіз әйте мен Казан яғына деп. Біздің жерлеріміз, башқа жерлері Алабуға яғына қадәрі болған. Казан яғынан шул Минжеле яғынан байлар, билер, енейлер, һәм башқұртылар келген. Руны шуның үшін мында халық оңна бітермей, үз оңайы алған. Будучи ярким публицистом и писателем, Фаниль Шарипов в течение многих лет занимался исследованием истории своей малой родины, своего рода Канглы, а также жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля Мулаяна Халикова, уроженца аула Актау, который продолжил дело строительства в Башкирской республике после ухода Ахмед Заки Валиди из Башкортостана. Өзім рудашларға шул деп атайым. Келешекте мына біздің келес жылға Буздяк районында біз съезд өткізecekбіз Қанлы ырыуының. Қанлының жәмкияты үйішті әлбәтте. Шунда мен өзімнің карта тұтырып, карта ішлеп, қойда әшейлер, шәжерлерін олардың іске алып, оларға оңатырға телейбенді. Әр бір милләт, татармы, башқұртмы, өзінің ырыуын білге тиіш. Ырыуыны білсе, оның оңы бұла, өзінің ата-бабаларына тұғыры бұла. Шуның үшін бұяқта түп халық, қанлы ырыу яшай. Башкирский род Канлы дал Башкортостану много общественных и государственных деятелей. Среди них пугачевский полковник Миней Султуков, депутат Государственной Думы Российской империи Шах Айдар Сыртланов, поэт и секретарь башкирского правительства Шейхзада Бабич, председатель Совета народных комиссаров БССР Мулаян Халиков, первые секретари башкирского обкома КПСС Зия Нуриев и Медхат Шакиров. Коренным поселением башкир рода Канлы относятся райцентр Буздяк, Старые Богады, Кубяк, Сабай, Идяшбаш, Тавлар, Новый Тавлар, Старый и Новый Шигай, Шигай-Кульбаш, Устюба, Шланлыкуль, Урзайбаш, Якуб, Канлы-Туркей, Сабанай, Старый и Новый Актау, Уран, Хазиман, Тугай, Таллыкуль, Урняк, Кыска-Елга, Каранай, Клятаяк и другие. Башкиры рода Канглы также населяют селения Акбасар, Ирек, Метевбаш, Чулпан, Тузлукуш, Ташкичу Белебеевского района, Старо- и Новообзаново, Агарды, Дюсмет, Кузей, Старый и Новый Сынташ, Янышево, Санны Благоварского района, Тюбкильды, Ермухамед, Бикмет, Туктагул, Нугуш, Кандрыкуль, Кандры-Кутуй, Урмикей, Чукады-Тамак Туймазинского района, Ахметова, Тукмаклы, Якуб, Саид, Мавлют, Бакай, Карача-Елга, Канлы.
Кушнаренковского района. В Бирском районе села Верхний и Нижний Лачентау, в Мишкинском – Кигазы-Тамак, Большие и Малые Шады. Еще в 17 веке часть населения Канлинской волости поселилась возле озера Шамшаддин, что находится в нескольких километрах от Бирска и ошибочно именуется Шамсуддин, и образовали отдельную Шамшаддинскую волость. Слово «Шамшаддин» в переводе с персидского языка означает «солнечный край». Позднее башкирам-шамшаддинцам пришлось отдать свою землю бирскому священнику Дмитрию Сергееву в оброчное владение, а самим переселиться ниже по течению реки Белой. На новом месте образуются такие их поселения, как Аканеево, Баишево, Гулюково, Москово, Урман-Асты, Сабанаево, Старо- и Новоуртаево, расположенные в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. В последнем селе родился народный артист Башкирской АССР, актер и певец Фидан Гафаров. Известная русская пословица гласит, что написано пером, то не вырубишь топором. Архивные документы не оставляют сомнений относительно происхождения жителей вышеназванных селений. Но документы документами, а самосознание – это дело личное. То, что вытравливалось десятилетиями, не может взойти буйными всходами в одночасье. Но ростки исторической памяти уже пробиваются сквозь толщу беспамятства из могил наших предков, и, следовательно, восстанавливается живая связь времен.